Научно-исследовательское геолого-разведочное предприятие компании «Алроса» в Мирном подвело итоги деятельности за минувший год. Речь шла об успехах и достижениях алмазной геологии, а также проблемах и планах. Сюжет нашего коллеги Романа Муконина. Сегодня в геологии «Алроса» трудится 120 ученых, половину из которых составляют молодые специалисты. В последние годы НИГП наращивает объемы научных изысканий благодаря приобретению большого количества дорогостоящего научного оборудования. Но все не так безоблачно. Легкодоступные месторождения давно открыты, а новые находятся глубоко под землей, и найти их непросто, даже применяя новейшие методики. В результате перед «Алроса» открывается тревожная перспектива, что может серьезно отразиться на ее финансовых показателях. 15, 16, 17 еще смотрится хорошо, потому что там будут выходить МУНа, Заря, значит, ну вот Майская в этом году выйдет, Дальняя выйдет. Поэтому пока объекты есть, вот с 15 по 17 там все хорошо. В 18 там еще будут выходить глубокие горизонты Интера, хорошие приросты будут. Но дальше надо уже новое месторождение открывать. Одна из мер повышения производительности труда – это добыча попутного ценного сырья, такого как золото. Во многих СМИ уже озвучено, что «Алроса» должна заняться его добычей, но, по словам главного геолога компании Валерия Серова, эта информация неверная. Дело в том, что мы давно получаем огромное количество золотого песка на приисках дочернего общества «Алмазы Анабара». Парадокс заключается в том, что все это богатство нам приходится выбрасывать, так как «Алроса» не обладает лицензией на добычу золота. А ее получение из-за несовершенного законодательства связано с огромными трудностями. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда эта информация дошла до Юрия Трутнева, полпреда президента на Дальнем Востоке. Теперь в «Алроса» ждут серьезных шагов по упрощению процедуры, разрешающей попутную добычу золота. Все эти меры, конечно, не снимают с наших ученых ответственности по поиску новых месторождений, чтобы и после 2018 года компания оставалась лидером в алмазодобыче.